каждом веке, в каждой стране есть люди – уникумы. Двигатели прогресса, идущие не в ногу со временем, а опережающие его, думающие на тысячи шагов вперед. Они – бесспорные лидеры. За ними выстраиваются толпы последователей. Они ведут за собой массу людей, которые без малейших колебаний доверяют им. Именно за такими личностями будущее. Есть и в Ленске такой человек, уникальный по своей натуре, с неуемной жизненной энергией, заражающий своими идеями всех, кто с ним соприкоснулся. Человек, никогда не стоящий на одном месте, все время создающий новые увлекательные проекты. Бизнесмен, общественник, изобретатель. В Ленском районе его знают в каждом населенном пункте. И неудивительно, его имя известно не только почти в каждом уголке республики, но и далеко за ее пределами. Это Юрий Ильин. Статус предпринимателя – это очень неблагодарный статус. То есть окружающие со стороны видят одно, то есть картинку видят. А как это все достигается, этого же никто не видит. Это просто надо на своей шкуре испытать. Реактор у нас работает, работает РИФ, работает любимый город. То есть сейчас мы все это автоматизируем, систематизируем, то есть пересматриваем все бизнес-процессы, то есть занимаемся цифровой трансформацией. Пришлось на эту тему тоже изучить максимально. Ну, в принципе, сейчас вот этими обучениями и занимаемся. То есть из-за этого пришлось во второй институт поступить. Это вот Российская академия народного хозяйства и госслужбы как раз по мастер цифровой трансформации и бизнес-процессов. То есть такой факультет интересный. ГЛОНАССами мы занялись тоже, когда занимались водой. Потом настала необходимость мониторить свои машины. Начали про эту тему все узнавать. Ну, то есть пришлось досконально в этом разобраться. Поставили на свою машину ГЛОНАСС, а потом им почему бы и нет, почему не продавать. Вот так у нас начались ГЛОНАССы. А дальше больше, дальше тахография, и пошло-поехало. Там новые знания, новая информация, новое обучение. От этого появилась криптозащита информации. Пришлось на это обучиться, чтобы допуски получать. Потом лицензию ФСБ получить. Пришлось, это тоже еще тот квест. То есть 2 года ушло на получение лицензии. Любимый город, это будет опять же создана платформа, которая будет объединена с платформой метавселенной. Для многих ленчан слово «метавселенная» – нечто экзотическое. Разберемся, что это. Википедия дает следующий ответ. Метавселенная – постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений, как традиционных персональных компьютеров, так и гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Ну, это тенденция, к этому все идет, это везде прописано, во всех стратегиях, ну, то есть государственных. То есть это черным по белому везде написано метавселенные, то есть NFT-токены. Ну, то есть люди, кто в теме, они это знают очень прекрасно. О таких процессах, которые уже активизировались на уровне федерации, да и регионов, как цифровизация и глобализация, многие друзья Юрия услышали именно от него. Как предприниматель, он генератор идей, просто бешеный генератор идей. И двигается он как раз-таки в направлении новых технологий. Слово «цифровизация» это у него с уст не сходит. То есть постоянно цифровизация, глобализация, метавселенная. То есть это как раз-таки те термины, которые мы узнаем от Юрия Викторовича. И как бы понимаем о том, что действительно, как говорится, недалек тот час, когда мы все погрузимся в эту систему и будем жить по новым правилам, которые диктуют нам сейчас нынешнее время. Постоянное саморазвитие – это залог успеха в любом деле, считает Юрий. Безграничный поток знаний. То есть это каждый день по 500 листов информации надо перерабатывать, потом домашние задания, потом постоянные конференц-связи. То есть это, во-первых, бешеный темп задается, его, оказывается, очень сложно вывозить. Ну, приходится. Потому что смотришь на других, они вывозят и думаешь, ты разве не можешь это, и приходится догонять все это. А у меня такая натура еще, я пытаюсь всегда до первоисточника добраться. Но начнем по порядку. В Ленске Юрий изначально получил известность как успешный предприниматель. Все его бизнес-проекты были стартапами. Последние годы он занялся общественной деятельностью, хотя это определение образное. Ведь человек, неравнодушный к чужим бедам, имеет зачатки такой черты характера, как правило, из детства. Без его участия не обходится ни одна резонансная проблема в Ленском районе. А с недавних пор он прогремел на всю республику со своими инновационными изобретениями в области современных технологий. В один прекрасный момент мы решили, что тоже чего-то можем, поэтому проехали по всей стране, посмотрели производителей, кто на что способен, и вот решили свое сделать. То есть везде подобрали ошибки, у кого какие есть, максимально постарались их устранить.
Эта лодка уже прошла не один тест-драйв, она испытана расстоянием до Якутска и обратно. Путь вышел 21 час по течению, 23 против. Скорость 82 км в час, расход топлива 300 граммов на километр. А вот по снегу скорость достигает 150 км в час и расход топлива меньше. Это уже не виртуальный прототип, а прошедшая сертификацию модель, испытанная в Финском заливе при 3-бальном шторме. А когда-то он работал на промышленной котельной, по вечерам строил первую тогда в Ленске автомойку. Все предприятия, которые я создавал, они доходили до своего логического конца. На момент продажи это были самые успешные предприятия, иначе просто бы их не купили. Для чего людям покупать убыточное предприятие? Как бы все очень просто. Неудивительно, что этот человек первые деньги начал зарабатывать еще в детстве. Во-первых, что такое бизнес? Да, то есть в переводе с английского это дело, да? Если поставить так вопрос, во сколько? В 9 лет я уже вел радиокружок в городе Брянске, клуб «Дружба». То есть получал зарплату в 9 лет, получается 30 рублей. Дополнительно еще мыл полы там. Потом, получается, со школы у меня все как бы не очень хорошо получалось. Меня выгнали из 7 класса. Нас таких собрали со всей школы, по-моему, со всего города человек 50. Организовали учебный цех на Брянском автомобильном заводе. И дополнительно класс вечерней школы, специально вот под таких, как мы, сделали. А наставники у нас были, как бы, фронтовики. Его детство прошло в Брянске. Он учился в знаменитой школе имени дважды Героя Советского Союза Камозина. Хорошая школа была. Ну как о детстве? О детстве все воспоминания только самое лучшее. Постоянно секции, тренировки, кружки. Интересное детство было. И в Брянске у Юрия тоже остались друзья. Один из близких – внук того самого дважды героя, чьим именем названа школа, в которой учился Ильин. Это очень разносторонне развитый человек. В классе он был одним из лидеров таких. Так вот проявлялись его качества. Он очень рано стал самостоятельным человеком. Ну, в принципе, мы вместе. Мы ездили и в Москву с ним в том возрасте, уже были довольно самостоятельны. Я удивляюсь, откуда у него эта энергия берется, постоянно развиваться. И причем неудачи какие-то его только закаляют. Таких людей вообще очень мало, я вам честно скажу. Я благодарен Богу, что вот у меня такой друг есть. Увлечение спортом шло по жизни за Ильиным тоже из детства. Самбо, дзюдо, хоккей, футбол. Профессионально хоккеем занимался. Потом, когда сюда в Ленск приехал в ДЮСШ, кунг-фу тогда было. Потом гиревым спортом, армрестлингом, медальки всякие там есть. Он стал организатором собственных соревнований. Кубок Ленского кристалла, проводимый несколько лет подряд в Южной Нюи, был известен на весь район. Это состязание по национальным видам спорта. Цели, как всегда и во всем, Юрий преследовал определенные – привлечь детей. Мне много чего не нравилось, потому что когда соревнования, меня не удовлетворяли призы вот эти вот. Я думаю, неужели так дорого там лишний раз грамоту какую-то напечатать? То есть это ж никаких денежных затрат особо не несет. И поэтому мы сделали свой кубок Ленского кристалла. У нас призовой фонд был 200 тысяч. А по пути решения вновь возникших проблем, кажется, этот человек всегда найдет выход из любой ситуации. Это ли не редкость? Это ли не важная в наше время черта характера? Ехали в Нью и столкнулись с тем, что нету столовой. То есть а народу много и покушать нечего. И с пацанами думаю, давайте скинемся на шашлык. То есть каждый скинулся, денег получилось очень много. То есть купили мы килограмм 50 шашлыка. И думаю, куда его девать? Давайте сделаем для людей бесплатно. То есть это вообще впервые такое будет, что шашлык для всех бесплатно. Как бы сделали, всем понравилось, но потом это страктовали, что это я как бы к предвыборной кампании к своей готовился, типа хотел людей шашлыком закормить. То есть, вот так вот. Но всему есть предел, и как все проекты Юрия, этот был доведен до его логического завершения, хотя поселок Южная Нюя мог бы и сегодня славиться проведением этих соревнований. Если Юрий вошел в жизнь какого-то человека, он непременно оставил там неизгладимый след. Лучше всего его, конечно, знают люди, бок о бок работающие с ним на протяжении не одного десятка лет. Главный такой человек, поддерживающий его во всех проектах, его правая рука и надежная опора Елизавета Колотюк. Так или иначе пересекаемся в работе более 10 лет. И в настоящий момент я являюсь директором ООО «Риф» и веду бухгалтерский налоговый учет его организации. Когда-то все взаимодействие начиналось с того, что я пришла работать в его фирму, работала диспетчером такси, потом в фирме по доставке питьевой бутилированной воды. Так, в общем-то, и
прижилась в его команде, в его коллективе. Тот колоссальный опыт, который сегодня Елизавета имеет за своими плечами, она получила благодаря Юрию Ильину, как признается сама бизнес-леди. Мне кажется, что мне реально повезло в жизни встретить такого руководителя, такого человека, который будет так мотивировать на то, чтобы ты развивался. Передо мной были в свое время поставлены те или иные задачи, которые казались неисполнимыми. То есть нужно вот это. Ты такой думаешь, что? Я же не умею, я не знаю. И когда-то он мне давно-давно сказал такую фразу: а зачем ты сама себе ставишь рамки и ограничения? Не боги горшки обжигают. То есть именно мой профессиональный рост, я считаю, что я обязана именно этому человеку. О Юрии уже давно написано немало материалов региональными журналистами в столице республики. Он хорошо известен и как новатор, и как защитник прав потребителей. Про Юру точно можно сказать, что это человек, который сделал себя сам. Обычно характер человека формирует его семья, родственники, но Юра оказался в таких условиях, что он с подросткового возраста выживал совершенно один в условиях суровых 90-х годов, и при этом человек не сломался, не пошел по кривому пути, и на сегодняшний день он является развиватором не только себя, но и окружающего его мира. Я поражаюсь его работоспособности, напору и тому, что для него не существует ничего невозможного. Он и аэролодку построит, и с газели катафалк сделает, вообще все умеет. В настоящее время он занимается развитием потребительской экспертизы в Якутии. Это остро востребованная ниша в обществе. И, к примеру, человек купил бракованный телефон, а магазин отказывается возвращать товар. И, конечно, нужны организации, которые вставали бы на защиту прав потребителя. Я уверена, что у Юры получится. Мне, как журналисту, нравится писать статьи об уникальных людях, но среди них Юра Ильин и то выделяется. Статьи о нем всегда вызывают живой отклик у читателей, и я верю, что он принесет еще много добра людям. Необычно Юрий находит и рядом. Вообще создается такое впечатление, что там, где этот человек, там всегда открытие и нововведение. Возникал вопрос, и приходилось срочно туда ехать. Вот мне друг присылает такие фотографии, я говорю: Гриша, это, говорю, что, фотошоп, это он мне Чарскую пустыню прислал. Такая красота прям. Он говорит: Юра, так это, говорит, у нас в Якутии, это не может быть. Все, следующий день я уже еду в Полесье. Планами на будущее Юрий делиться не хочет. Но я-то знаю, что в его копилке оригинальных идей много ноу-хау для жителей Ленского района, о которых никто пока еще не подозревает. Одно точно: ставший родиной Ленск Юрий покидать не собирается. А это значит, что нас всех ждут новые, невероятные открытия вместе с этим человеком, который непременно сыграет определяющую роль в жизни общества. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Планов очень много. Вот единственное, что я могу сказать, они интересные, они, надеюсь, будут полезны для общества. В детстве я спросил у мудреца: как понять, что жизнь прошла не зря? Как понять, что я на том пути? И зачем мне по нему идти? Слушай сердцем, говорил мудрец. Если слышишь, ты уже в пути. Как до перепутья дойдешь, надо обозначить все мечты. Когда выберешь свой путь, свою мечту, будет нелегко, но ты иди, твердо знай, что ты на том пути, что до цели тебя сможет довести. Много перепутий до мечты. Ложь, предательство, коварство тишины, гордость, страх и множество потерь. Вот уже, вот-вот и твоя цель. Только пропасть прямо перед ней. Успокойся, сделай шаг назад. Что-то, значит, сделал ты не так. Может, ты забыл построить дом, дерево не посадил в краю родном. Может, книгу ты не написал, может, на пути свернул в обман. Может, просто понял все не так и живешь в иллюзиях и снах. Вот что о себе рассказывает Юрий. Да, он может выразить свои мысли и так, в поэтической форме. Юрий – это человек, ломающий все стереотипы, вторгающийся в обыденное мифологическое мышление людей и приносящий с собой поток свежих мыслей, заражающий своей энергетикой. Каким должен быть мужчина в традиционной трактовке? Глава семейства, построивший дом, воспитавший сына, посадивший дерево, обеспечивающий семью и в лучшем случае занимающий активную жизненную позицию, имеющий ряд увлечений. Юрий опровергает все эти устоявшиеся идеалы, но это, пожалуй, современный облик того самого, настоящего
настоящего мужчины, за которым не страшно пуститься в самое захватывающее путешествие под названием «Жизнь», который всегда будет для всех окружающих идейным вдохновителем, тем притягательным центром создаваемого сегодня современного мира и нового общества, в том числе с инновационным мышлением. Человек, который, возможно, в будущем построит свою собственную империю, основанную на исключительно добрых, светлых и непоколебимых жизненных ценностях. История страны в истории поселка, переданная через объектив фотоаппарата Михаила Музинского, через любовно сохраненные им вещи минувшего столетия, где-то его особенный любящий взгляд на свою маленькую родину через призму вековых событий, запечатленная на страницах его книг. Михаил Амузинский – краевед не по профессии, а по зову сердца. В его коллекции не одна сотня фотографий, свыше 300 экспонатов и собственные краеведческие издания, книги. Ну, вообще это сначала произошло неосознанно, на детском уровне. Еще в конце 60-х, может быть, в самом начале 70-х понравились значки. 1, 2, 3, 5, 10 как-то. И за ними потом потянули все больше и больше. Знакомые стали привозить, родители покупать. И коллекция разрослась, и к концу школы, к 1979 году, было примерно 1500. И постепенно, наверное, как-то это наложило свой отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Мы приехали в Витим, и я стал начальником витимской милиции. В милиции коллеги стали помогать тоже, там кто-то бумажку принесет, кто-то документ, кто-то бюсты советской эпохи, вымпелы. И так оно собиралось уже с конечной мыслью о том, что все это перейдет в поселковый краеведческий музей, уже не школьный такой, немножко закрытого типа, а общедоступный поселковый музей. А сколько человеческих судеб стоит за каждым экспонатом, поэтому у них непередаваемая объективом камеры живая энергетика. Например, остатки деталей разбившегося самолета. Вот меня там больше всего трогает по-человечески педаль управления. Она выполнена из тяжелого дюраля, могучая, потому что в тех самолетах, не секрет, управляли в грубой обуви, поэтому педали были крупные. И в момент аварии она в плоскости деформировалась. Самолет разбился уже после войны, хотя летчики, которые были в экипаже, они все воевавшие, награжденные, то есть на фронте они остались живы, а здесь, в общем-то, уже далеко после войны погибли и чисто по человеческой халатности, потому что они летели в Бодайбо, и в Киринске у них происходила дозаправка топливом. И потом комиссия установила, что даже почти дословно, что хранение топлива в Киринске было организовано отвратительно. И соприкасаясь с экспонатом из коллекции Михаила Амузинского, ты погружаешься в историю отдельно взятой жизни, отдельно взятого поселка, но окунаешься в былые времена, которыми жила молодая советская, цветущая советская и постсоветская Россия. За каждым из них стоит либо какая-то история, ну, как сказать, не размеров угрюм реки, но все-таки связана, вот, например, простая пластиковая карточка показывает, говорит о том, что в Витиме в начале 2000-х годов местный коммерсант Яковлева Лидия Ивановна такими карточками начинала людей приучать к обороту, денежному обороту. То есть мы по этой карточке приобретали товары в магазине у нее. Но первый такой коммерческий опыт уже был до того момента, пока они не стали банковские и так далее, и так далее. Сам Михаил Амузинский родом из Витима. Он окончил отделение разведки месторождений твердых ископаемых инженерно-технического факультета Якутского государственного университета, работал в геологии, побывал на Алданском щите, в Хабаровском крае, немало мест посетил и в Якутии по долгу службы, но в разруху 90-х прошлого века вернулся на родину. Как нельзя кстати ему подходит поговорка «где родился, там и пригодился». И его судьба теперь точно тесно переплетена с судьбой Витима. В целом история Витима, она, я бы так определил, что она между кабаком Силы Митрича в этой угрюм реке и строительством военного аэродрома в 1943 году в Витиме. Вот это наша история, и такая, и героическая.
Витимский храм запечатлен на нескольких фотографиях, благо церковные служители сохранили эту фотопамять. И знаменитые громовские дома в полном составе, и та самая Анна Громова, хозяйка этих владений. Сегодня наследие Анны Громовой велико и значимо не только в масштабах истории нашего края, но и страны в целом. Это единственный отличительный признак Витима. И как только не станет этих домов, Витим станет обыкновенным рядовым поселком, которых тысячи в России. А если эти дома все-таки удастся сохранить, и в том числе отдел культуры Ленского района и Ленский музей очень много работы в этом направлении делают, ну, есть надежда, что они оживут. Также на этой фотовыставке много снимков современной бытности Витима. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на Талакане и Чаянди. Сегодняшний день, который завтра уже станет историей. И не каждый, как Михаил Амузинский, понимает это. Фотовыставка «1 век» из жизни Витима из Ленска отправилась в Якутск, а затем поедет в столицу России. Магнитофоны советского периода. Это мечта была любого школьника, такой магнитофон кассетный иметь, чтобы с ним где-то там ходить, музыку слушать на природе. А напечатать фотографии – это был целый интересный, увлекательный процесс. Эту пленку вставить, хвостик, зажать, накрутить аккуратно на эту спиральку, затем в бачок и заливать химреактивы. Проявлять пленку таким образом. По 300 фотографий за ночь печатали, так этим гордились, что ой. И вот здесь как раз мне тоже нравится большая подборка советских фотоаппаратов советского периода. Самый старый из них Зоркий С, еще мне по наследству от отца достался. Ну и остальные мои в той или иной степени, некоторые помогали собрать коллеги. Но среди этой коллекции мне очень хотелось бы обратить внимание на простейший фотоаппарат «Смена». Он вот такой был совершенно неказистый, простейший, в совершенно простом дерматиновом кожухе, вот в отличие от этих элитарных, которые были в кожаных футлярах. Но у него был самый лучший объектив, лучше всего передавал цветопередачу. О своей коллекции Михаил Амузинский может рассказывать часами. Он знает историю каждого, даже самого маленького экспоната. Не просто увлеченный, а живущий краеведением человек. С 90-х годов он публикует в Ленском вестнике краеведческие статьи о Витиме и его жителях. Ленский музей тесно сотрудничает с ним, и Михаил Павлович является инициатором создания музея домов Громовых. И, готовясь вот к этой фотовыставке, мы обратились к нему за помощью, и он нам предоставил фотографии своего архива, на основе которого мы смогли сложить вот такую историю интересную. Свои краеведческие книги Михаил Амузинский издает за свой счет, сохраняя историю своего поселка, района, да и страны в целом. Обидно, что у такого краеведа-энтузиаста нет поддержки со стороны власти. Каково же жить бок о бок с таким погруженным и прогруженным историей своего поселка, историей страны человеком? У Михаила Амузинского есть близкие люди, которые поддерживают все его начинания. Он немногословен, всегда молчит, но я из компьютера смотрю, у него очень много увлечений, фотографий, занимается о природе, много снимков. Также, вот эти пишет свои книги о Витиме. Он создал еще книгу о нашей семье, не о нашей семье, а, генеалогическое дерево он собрал. Всех собирает, кто там у него есть в роду. И это только малая толика. Михаил Амузинский заботится не только о сохранении истории родного поселка. Он заботится и о его настоящем и будущем. Для Витима что очень, хочет много сделать. Так он создал там вот этот, как она называется, маленькую такую часовенку поставил, там на берегу Лены стоит. Потом сделал вот эти 3 столба с РГ. Но почему-то в Витиме это не оценили и не поставили туда, куда хотели. Они стоят возле нашего дома. Если вы когда-то будете, вы увидите, где мы живем. Часто входит в школы, там в клубы выступает. За свой поселок радеет. Хочет, чтобы он процветал. Я не знаю, что ему сказать. Вы поддерживаете, да, вот эти порывы? Поддерживаю, конечно. А жена – лучшая поддержка для такого увлеченного, важным и значимым хобби человека.
Это ведь много значит, когда родные понимают, не препятствуют и даже напротив содействуют в таких вот благих порывах сделать что-то полезное для своей родины. У Михаила Амузинского есть сын, который во всем ему помогает. Во всех поездках, куда он едет, он его брал с малых лет. Даже там по тайге они ходили, он шел там с ним на рыбалку, какие-то на вертолетах, на самолетах, он с ним везде. Сейчас смотрим, как вырастет свою дочь. Собирать по зернышкам и для каждого находить свое место в истории небольшого таежного поселка, уже оставившего след в истории страны своим богатым прошлым, золотодобывающей промышленностью, а ныне нефтегазоконденсатными месторождениями, отправной точки проекта мирового значения «Сила Сибири». Михаил Амузинский как никто понимает важность и значимость Витима на страницах истории страны, необходимость сохранить все имеющиеся факты о прошлом и настоящем для будущих поколений. И пока есть в государстве такие неравнодушные, радеющие за свою маленькую родину люди, осознающие, что нельзя быть Иванами, не помнящими родства, что у народа, не сохранившего наследия своего прошлого, своей идентичности, культуры и истории не может быть будущего, пока в забытых и будучи всегда на слуху глубинках страны живут и трудятся на благо подрастающего поколения такие самоотверженные люди, у матушки России есть будущее. А свой след в истории Михаил Амузинский, конечно, уже оставил.